В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте, и в этом выпуске. Первая партия вакцины против коронавируса «Эпивак Корона» поступила в Якутию. Крестьянские хозяйства со следующего года на одну корову будут получать субсидию в 35 тысяч рублей. Горожане Якутска продолжают поздравлять своих дворников и дарить подарки за добросовестный труд. Первая партия вакцины против коронавируса «Эпивак Корона» поступила в Якутию. Сколько доз прибыло в регион, есть ли противопоказаний, кому положена партия, выясняла Полина Долинская. Вакцина «Эпивак Корона» разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Первая партия в количестве 1200 доз получена медиками Якутска и в скором времени будет направлена в районы республики. Вакцина эта безопасна, она приготовлена из компонентов, которые не содержат абсолютно живого возбудителя. И она рекомендована пока что для лиц до 60 лет. Но в ближайшие дни мы ожидаем, что показания к вакцинации будут расширены. По поручению главы в медицинских организациях развернуто 39 прививочных пунктов, 5 из которых располагаются в городе Якутске. Иммунизация первой группы приоритета началась уже сегодня. Перед началом вакцинации для пациента проходит специальное анкетирование, где он отвечает на вопросы о своих хронических заболеваниях, а также по общему состоянию своего здоровья. При положительном заключении врача пациента направляют на прививку. Одними из первых ее получат те, кто вошел в группу риска – работники здравоохранения и сотрудники Роспотребнадзора. Далее – работники транспорта, торговли, государственные и муниципальные служащие. А уже в первом квартале 2021 года будет проведена иммунизация более широких слоев населения. Коронавирусная инфекция, она представляет опасность, и хочется защитить себя. Тем самым я защищаю не только себя, но и своих близких. Сама вакцинация проходит двукратно. Вторая дача вакцины осуществляется через 2-3 недели. Иммунитет начинает вырабатываться именно после второй прививки. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Теперь о текущей эпидобстановке. 190 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. В столице региона 84 заболевших, в Нерюнгринском районе 15. В Мегино-Кангаласском и Мирнинском по 14 случаев, в Алданском 11, в Вилюйском 8. От 1 до 6 заболевших зафиксировали еще в 19 районах Якутии. Лаборатории региона провели свыше 1500 исследований на COVID-19. В ходе брифинга об эпидобстановке сегодня замруководителя оперштаба Ольга Балабкина призвала якутян не создавать очереди в торговых центрах в преддверии праздников. Торговые учреждения и точки в республике Саха-Якутия вправе работать на более длительное время. Выбирайте для посещения магазинов время тогда, когда, соответственно, там меньше народа. И, соответственно, не подвергайте свою жизнь, прежде всего, опасности. Вирус сегодня есть. У нас в больницах республики сегодня продолжают лечение наши больные. К сожалению, увеличивается количество тяжелых больных, приезжающих и доставляемых из улусов республики. Поэтому очень хочется, чтобы новогодние праздники мы встречали с вами не на больничных койках. Первая партия вакцины «Спутник Ви» прибыла в Хангаласский район. Также в кабинете компьютерной томографии установили новое программное обеспечение от якутских IT-разработчиков, позволяющее с точностью до 96% определить вирусную пневмонию. Тему продолжит Виолетта Засимова. Интеллектуальная радиологическая информационная система «Айрис» разработана якутской IT-компанией «Сайберия» в помощь врачам-рентгенологам. Данная система обрабатывает снимки компьютерного томографа и на их основе определяет наличие COVID-19 с точностью до 96%. Также процент поражения легких, сегментирует изменения в легочной ткани и в целом автоматизирует работу врача. Теперь врачу уже не надо будет вручную подсчитывать процент поражения легких при пневмонии, да? А сейчас это в автоматическом режиме за 1,5-2 минуты уже искусственный интеллект определяет степень поражения легких с точностью до 1%.
18 декабря в район завезли первую партию вакцины «Спутник Ви» под торговой маркой «Гам Ковид-Вак» в количестве 40 штук. Все они предназначены для медиков, контактирующих с коронавирусными больными. На сегодняшний день первую прививку от COVID-19 получили 30 медицинских работников. Вторую они должны получить по истечении 21 дня. Меня предупреждали, что, возможно, первые 2-3 дня могут быть поствакцинальные осложнения, такие как температура, отекание лимфоузлов. Но я все равно подписал добровольное согласие, получил справку от терапевта, что я годен прививки, и, соответственно, я получил 2 часа дня 18 декабря. И первые эти 2-3 дня никаких явлений у меня не наблюдалось. Все в порядке. Вместе с тем жители Улуса вовсю готовятся к Новому году, закупаются продуктами, подарками. Напоминаем, что до 31 декабря объектам торговли рекомендовано установить 12-часовой рабочий день во избежание столпотворения. До 15 января предприятия общественного питания могут работать только с 8 утра до 23 часов вечера. Также на этот срок приостановлена деятельность домов культуры. Запрещено проводить досуговые, зрелищные, развлекательные, культурные мероприятия, кроме труднодоступных населенных пунктов, не имеющих постоянного круглогодичного сообщения. Это у нас села Исид, Едяй, Кытыл-Жура, Синск, Тайон-Уры, Тумул и Чкалов. Но и там с открытием автозимника нужно быть настороженными. Поэтому убедительная просьба избегать контактов с приезжающими лицами по автозимнику. С 25 декабря по 15 января руководителям оперативных штабов наслегов совместно с медиками рекомендовано организовать медицинское наблюдение за детьми, прибывающими на каникулы из других районов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Население Якутии сможет ознакомиться с результатами противодействия коррупции в регионе в начале 2021 года. Поручение опубликовать отчет Республиканской комиссии дал глава Якутии. Айсан Николаев провел итоговое заседание, в ходе которого озвучил, что нынешний национальный план противодействия коррупции впервые выполнен с расчетом на 3 года и акцентирует внимание на проблемах конфликта интересов в госслужбе, расширяя круг лиц и механизм контроля. Подводя итоги, Айсан Николаев констатировал, что в целом в 2020 году проведена серьезная работа в части предоставления деклараций о доходах и устранении конфликта интересов в госслужбе. Но при этом говорить, что все хорошо, к сожалению, пока нельзя. Предстоит большая работа на уровне органов местного самоуправления, исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений. Также Айсан Николаев принял участие в итоговом заседании компании «Железные дороги Якутии». В этом году объем перевозок прогнозируется на уровне 6 миллионов тонн. Грузооборот более 1,5 миллиарда тонн на километров, что составляет 100% от плана. Рост обусловлен открытием прямого железнодорожного сообщения до станции Нижний Бестяг. С марта по июнь спад пассажиропотока составил 70%, однако удобная схема до Якутска, открытие новых билетных касс и создание новых направлений без пересадочного движения позволили компании перекрыть негативное влияние пандемии. В следующем году железные дороги Якутии планируют расширить географию пассажирских перевозок, организовать собственный скоростной поезд по маршруту Нижний Бестяг-Владивосток. Крестьянские хозяйства со следующего года за одну голову дойной коровы будут получать субсидию в 35 тысяч рублей. Ранее такую денежную помощь предоставляли тем фермерам, у которых в собственности есть участок площадью 2,5 гектара. Также хозяйственники были обязаны отчитываться, куда потратили субсидию, теперь этого не потребуется. Нужно лишь сохранить количество животных. Если хоть одна голова убудет, то фермеру придется вернуть сумму субсидии. Об изменении порядка выделения средств нашему телеканалу рассказал министр сельского хозяйства Александр Атласов. Кроме этого, фермеры не должны забивать тех животных, которых внесли в хозяйственную книгу. Только в случае травмы нужно взять справку от ветеринарной службы. Штатное энергоснабжение полностью восстановили в Амгинском районе после крупной аварии. Напомним, она произошла вечером 25 декабря на высоковольтной линии Амга-Сулгача. Под ограничения попали жители 7 сел, включая районный центр. Вскоре в работу была введена Амгинская дизельная электростанция, с помощью которой обеспечили электричеством часть района. На устранение аварии оперативно было направлено на обход линии 3 бригады в составе 9 человек и 3 единиц техники. У нас 25 декабря в 17:48 было повреждение на линии Сулгача-Амга. В 23:53 уже был выявлен обрыв провода на анкерной опоре номер 63. Обход был осложнен
тяжелыми погодными условиями, сильный мороз, густой туман и темнота. Также нынче выпало очень много снега. Затем при подъезде автовышки повреждение было устранено. Следует отметить, что необходимо повышение надежности электроснабжения в целом Амгинского района. Для этого необходимо увеличение мощности Амгинской дизельной электростанции. Также предусмотреть необходимо строительство ВЛ-110 и подстанции 110 кВт в селе Амга. Детям с ограниченными возможностями здоровья из многодетных и семей врачей Чурапчинского района подарили подарки. Коллектив средней спортивной школы имени Дмитрия Коркина реализует благотворительный проект «Действуй», который выиграл грант президента России. Общая сумма проекта составляет 232 тысячи рублей. Благодаря этому более 70 пожилых людей получили спортивные теплые шапки, носки, рукавицы, а также социальную помощь. Сегодня многодетным семьям, детям врачей и детям с ограниченными возможностями здоровья подарили новогодние подарки. Как снежный ком в Якутске набирает обороты акция «Твори добро», которую запустили жильцы одного из домов 203-го микрорайона. У себя во дворе под елочку они положили сертификат для дворника на покупку телевизора. Так они отблагодарили его за добросовестный труд. К акции добра начали присоединяться другие горожане, дворникам, которые с позаранку и в морозы, и в зной тщательно подметают дворы, очищают тротуары. В канун Нового года горожане спешат с подарками. Сегодня своего дворника, единственную женщину среди представителей этой профессии, отблагодарили жильцы дома по улице Богдана Чижика, 17. Евдокия Дмитриевна убирает двор с самого ввода этого трехподъездного дома. Жильцы говорят, что очень довольны ее работой. Евдокия Дмитриевна, именно она у нас работает уже 6 лет, видать возраст, она стала убираться только на этом доме, и те 2 дома оставила. И вот жильцы тех домов в прошлом году, они уже, значит, без вот такого челленджа, они собрали тоже деньги вместе с нами, они в прошлом году тоже дарили подарок. То есть вот так она хорошо себя проявляет, а в этом году и жильцы этого дома, где она сейчас, вот один дом остался у нее, жильцы этого дома решили ей подарить. То есть человек вот все эти годы, он работает настолько на совесть, что жители разных домов прямо не видят, ценят это. На этом выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.